Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. А актуальные вопросы государственной жизни, а также проекты некоторых документов были обсуждены на заседании Кабинета министров, которое провел в режиме видеосвязи президент Гурбангулы Бердымухамедов. Первому слово было предоставлено заместителю председателя Кабинета министров Мушшикову, который отчитался о шагах по широкому использованию потенциала частного сектора во всех отраслях экономики, оказанию государственной поддержки предпринимательству, содействию развития малого и среднего бизнеса. Как было доложено, в целях выполнения данного президентом Туркменистана в ходе заседания Кабинета министров 16 октября текущего года поручения о приватизации объектов госсобственности путем прямой, адресной, продажи, подготовлен проект соответствующего постановления. Согласно документу, предлагается приватизировать многоуровневые автостоянки, построенные и введенные в эксплуатацию Хикимликом города Ашхабада, и птицеводческий комплекс Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Прилагаемый перечень объектов в установленном порядке рассмотрен на заседании Централизованной межведомственной комиссии при Министерстве финансов и экономики. Одобрив и подписав постановление, президент направил его вице-премьеру по системе электронного документооборота. Соответствующие указания по своевременному выполнению документа были адресованы вице-премьерам Дурдылаеву и Аразгелдиеву. Затем вице-премьер Мушшиков представил также отчет о реализуемых мерах по развитию страховой деятельности, предоставлению гражданам и юридическим лицам высококачественных страховых услуг, а также по совершенствованию соответствующих нормативно-правовых актов. Как сообщалось, согласно соответствующему постановлению президента Туркменистана от 31 марта 2010 года об обязательном государственном личном страховании военнослужащих и военнообязанных лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел организована работа в данном направлении. В связи с принятием в 2017 году закона Туркменистана о правовом статусе военнослужащих разработана новая редакция порядка обязательного государственного личного страхования военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, работников органов внутренних дел и выплаты страховок. Проект документа подготовлен в соответствии с требованиями нового законодательства. В нем упрощен порядок оформления документов по выплате страховых сумм по обязательному государственному страхованию, конкретизированы условия определения случаев страхования, способы выплат по ним и увеличены их размеры. Акцентировав внимание на важности обязательного государственного страхования военнослужащих, президент дал вице-премьеру Мушшикову и заместителю председателя Кабинета министров, секретарю Государственного совета безопасности Аманову соответствующие поручения. Далее заместитель председателя Кабинета министров Меридов, докладывая президенту Гурбангулы Бердымухамедову о проводимой в курируемой сфере работе, отчитался от 25 международной конференции «Нефть и газ Туркменистана». Организаторами специализированного форума выступили государственные концерны Тюркменгаз и Тюркменэбит. Вице-премьер также сообщил о работе по дальнейшему укреплению материально-технической базы отечественного ТЭК, в том числе его добывающего сектора. В данной связи было доложено о реализуемых мерах по обеспечению государственного концерна Тюркменгаз мобильными установками для производства азота. Согласно международному опыту, такие установки применяются при освоении газовых скважин и в целях повышения их продуктивности, при выполнении ремонтно-восстановительных и других соответствующих работ. Резюмируя отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что, обладая огромными запасами углеводородных ресурсов, Туркменистан реализует энергетическую стратегию, направленную на модернизацию и диверсификацию отрасли, ее последовательную интеграцию в глобальную энергосистему, развитие эффективного международного сотрудничества в данной сфере. Отметив, что эффективное освоение богатейших энергоресурсов страны имеет первостепенное значение для успешной реализации отраслевых и социально-экономических программ, глава государства указал на важность модернизации инфраструктуры добывающего и перерабатывающего секторов ТЭК на основе внедрения новейших технологий и оснащения передовым оборудованием, поручив вице-премьеру продолжить планомерную работу на данном направлении. Заместитель председателя Кабинета министров Аразгелдиев отчитался о ведущейся подготовке к всенародной озеленительной акции.
В соответствии с постановлением президента Туркменистана от 31 января 2020 года, на текущий год министерством, отраслевым ведомством, хикимликом вилаетов и города Ашхабада предписано высадить 10 миллионов саженцев. В нынешнем году предусматривается посадить в целом 25 миллионов саженцев. В данной связи учреждениями, организациями и администрациями регионов и столицы подготовлены предложения о высадке в осенний сезон еще 15 миллионов саженцев лиственных хвойных, плодовых деревьев и винограда, доложив президенту Гурбангулы Бердымухамедову, что всенародная озеленительная акция намечена на 7 ноября, вице-премьер представил на рассмотрение главы государства проект постановления о посадке в стране саженцев в осенний сезон 2020 года. Вице-премьер также отчитался о ходе проводимых в настоящее время сезонных сельскохозяйственных кампаний. Заслушав отчет, туркменский лидер отметил, что охрана окружающей среды, бережное отношение к природе, сохранение ее красоты и богатств для грядущих поколений являются приоритетом государственной политики. В интересах обеспечения экологического благополучия, как в национальном, так и в глобальном масштабе, в стране успешно реализуется комплексная долгосрочная национальная лесная программа, предусматривающая создание зеленых поясов и лесных массивов на фоне стремительно развивающейся промышленной инфраструктуры, широкой сети транспортных коммуникаций, динамично растущих городов и новых населенных пунктов. Подчеркнув важность выполнения этой грандиозной программы, в которую вовлечено практически все население Туркменистана, президент адресовал вице-премьеру ряд конкретные поручения. Подписав постановление, глава государства направил документ по системе электронного документооборота. Акцентировав внимание на первоочередных задачах совершенствования АПК, туркменский лидер распорядился приложить все усилия для проведения сельхозработ на должном уровне и в соответствии с агротехническими требованиями, а также в установленные сроки завершить посевную и хлопкоуборочную страду. Вместе с тем, были даны указания по дальнейшему развитию животноводства. Затем заместитель председателя Кабинета министров Шисе Дурдылаев отчитался о положении дел на строительстве ряда объектов социального и промышленного назначения, ввод в эксплуатацию которых приурочен к предстоящей 25-летней годовщине нейтралитета Туркменистана, а также о мерах для бесперебойного производства в стране востребованных стройматериалов. Туркменистан. Наряду с этим сообщалось о ходе работ по возведению на основе передовых мировых технологий объектов социального и производственного назначения, а также по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройству Ашхабада. Заслушав отчет, президент заострил внимание на необходимости активизации деятельности в целях наращивания мощностей по производству строительных материалов, подчеркивая важность серьезной подготовки к предстоящим торжествам по случаю 25-летнего юбилея нейтралитета. Туркменский лидер сделал акцент на необходимости своевременного завершения строительства объектов, сдача в эксплуатацию которых приурочена к празднику.